вместо лобной вот это. Так, такая. Я отчитаюсь за поездку в Яр, а потом у нас, значит, вот честный юбилей. В Яру. Вот что это такое? И сразу же пословицу вспомнил. Сидит баба на яру, расшипелила дыру. Подайте щепу, закрою дыру. Кто отгадает? Печка какая-то. Печка, точно. Печка и задвижка. Так вот, я был на яру. Значит, собрали там пчеловодов 5 районов. Юкаменск, Красногорье, Болезино, Глазов, ну и Яр. Значит, они вопросы, как развивать пчеловодство. Самые главные моменты. Это первое. Эшмаков отчитался, что он организовал кооператив 10 человек. Выставил там свою продукцию. У него дочь поступила в аспирантуру по переработке продуктов пчеловодства и всякими композициями. Вообще говоря, очень шикарно там. Десятки у них уже этих видов всяких. Ну, композиции, смеси, всяких. Вот. Что полезного я вынес? У нас мысли давно в отношении, чтобы такое нам организовать, чтобы пчеловодство развивалось. Кооператив, на пчеловодные кооперативы организовывать нельзя. На них субсидий не дают. Надо, чтобы это был по переработке сельхозпродукции. Видимо, там надо, чтобы и коровы были, и все. Вот, наверное, Анатолий Иванович все знает. Да? Все. Кое-что знает. Вот. Но если там вот объединиться с теми, кто занимается другими вещами, сельхозпродукцией, то можно сюда и пчеловодство включить, да? То есть вот так. Я сейчас сразу же сделаю, да. врезку сделаю. Давай. Вчера по телевизору показали тем, кому дали гектар на Востоке. Угу. Он взял, ему дали суду больше миллиона или около этого. И он сразу закупил эти, не полистирольные, как называется? Пенополиуретан. Значит, собрал. И сразу внедрил новые технологии. Сразу. Показывают его жену. Значит, пожалуйста, ему на развитие дали. Он ему дали на развитие гектара дальневосточного, да. А не на кооператив. Это другое. Вот. Ну, что тут еще? Спасибо за ремарку. Так. Оказывается, я выяснил, как шло, значит, продвижение закона о пчеловодстве. Помните, мы с вами собрались, и была такая бумажечка, 3 листочка, закон о пчеловодстве, который мы отвергли и начали новый писать. Помните, да? Я ходил, выяснял, кто писал вот эту вот заготовку, чтобы с человеком с ним тоже познакомиться и пригласить его. Не нашел. Госсовет сказал, коллективный труд. И тут я нашел. Зачитал мне Шмаков, там такие чиновники, там ни фамилии их я не знаю, кто-то за что-то там отвечает из министерства, и он там. И вот они сочинили этот закон, который мы считаем, что поменяли, потому что мы с вами здесь поработали и отправили. Позвонил я в Госсовет сказать, что он будет рассмотрен в этом году, не волнуйтесь. Так я к чему говорю? Оказывается, министерство разослало по районам просьбу все свои предложения в закон. Это было до того, как мы подключили. И Глазов написал, Толкачев, там, Юрий, знаете его, чудесный человек, только сюда совсем стал. Вот. И этот Яр и прочее. И они написали столько там предложений всяких. И все это где находится? Они говорят, вы это учли? Я говорю, я не знаю. И мы это не знали. Мы не знали, что была такая вот буча. Все собрали и написали 3 листочка. Ну, вот так, непонятно все это. В общем, надо разбираться. И, если у вас есть какие-то вот сомнения, что опять нас это самое, значит, бортанут вот так вот раз, год пройдет, скажут, ой, не успели и так далее. Ну,
главное у Ишмакова это, значит, настроение. Да не нужен этот закон. Уже издан закон Российской Федерации. Я говорю, какой закон? И показывает мне он ветеринарное правило содержания пчел. И для него это что-то достаточно. Но это ж не закон. Вы знаете, о чем речь? Ну вот так вот. Это часть закона, может быть. Ну так, да и то это другая ветвь совсем. Ну, в общем, вот я, как говорится, кое-что выяснил. Был там этот Богданов Балет, был там Веретенников, который, когда у нас была конференция, выходил на сцену, раздевался, и Грибков Николай Николаевич его это самое, значит, массажировал, да? Он это вспоминает как единственное светлое пятно, что он попал в такие люди. Массажист из Москвы, знаменитый Грибков, который книги пишет, его массажировал. Он ему теперь звонит, дайте какие-нибудь там фотографии или еще что-нибудь. В общем, я чувствую, что он надоел этому Грибкову. Не стал, говорит, отвечать почему-то. Отбыл у него представь. У меня есть книжка, подписанная Грибковым. Да. Да. Ну а так все там. Таких других каких-то впечатлений мощных. Пожалуй, все. Так, пожалуй, все. А мне можно? Теперь, да. Мне можно это самое. Вы никуда. Нет, у меня, значит, теперь я хочу взять инициативу. Здравствуйте. Поздравить нашего юбиляра. Значит, вчера, да ладно, вчера я превзошел себя. Я вообще не настроен на эти фразы, но они от души родились. Сначала думал, проедусь легко. Мне Ирина подсказала, да в интернете, говорит, все поздравления пчеловодам, говорит, вот так вот, я читал целый час, действительно все есть. Ну, думаю, нет, что-то не то. Думаю, теперь само это самое название этого документа. И у меня слово выродилось, признательность. Отлично, да. Признательность. Креативно вы Георгий Васильевич. А? Вы креативно человек, Георгий Васильевич. Признательность. Вам признательность выражает. Конечно, я думаю, что я это самое от имени общества, и думаю, никто не будет против. Члены общества, значит, выражают заслуженному пчеловоду. И это придумало наше общество, и пусть так и будет. Людям достойным будем их называть заслуженный пчеловод. Нормально? Да, согласен. Вот так и будет. Отвечу, вот чем. Выдается? Если бы, Да. если бы не общество, если бы не вы со своим опытом, со своими вопросами, со своими, как говорится, бедами и прочее, то, очевидно, я бы сейчас здесь не стоял. Ну, спасибо. Значит, я хочу что сказать. Подождите, я еще это... Давай, заканчивай. Я тороплюсь. Значит, признательность за что? За многолетнюю активную работу, плодотворную, за все то, что, к чему вы не прикоснулись, все озарено вашим талантом. Да, здесь вот смотрите, и дело пчеловодное, и изобретательство, и как поэт вы имеете эту грань, и она мне очень нравится. Как изобретателя, я давно уже знаком, мы с вами были, наверное, вот ваш доклад на первой конференции. У нас все вот такое официальное, и все общество началось в 2000 году. В Доме природы. Помню. Доме природы. Вот. Он пропагандировал, и сейчас пропагандирует многокорпусное пчеловодство. Многокорпусное пчеловодство. Но после этого доклада, который здесь вот опубликован, есть у него какие-то новинки, и он ушел от стандартного многокорпусного пчеловодства. Ну, об этом мы... Не так. Детали. Я поправку скажу. Я не ушел. А я сделал добавку, дополнение к существующим технологиям. Да. То есть матки у меня весной сами выводят себе смену, и матки только сигаретки работают летом. Они, во-первых, не роятся.
очень хорошо сеют. В зиму на 30% больше, чем двухлетние работают. Но это уже другая история. Опять далеко ушел. Я продолжу. Давай, Ремарка давай. кончилась ваша. Все. Теперь относительно, я сказал, что он изобретатель, другими словами. Когда приходишь к нему на пасеку, то запинаешься за такие мелочи, ну, просто кругом и такие россыпи ума. Вот, например, я всю жизнь матку ловил, коробочку так приоткроешь, раз, и задвинешь. И думаешь, поймал ты или не поймал. А он с этой стороны сделал стеколкой, стеклышко. Элементарно вроде. Вот, но так удобно. Ты сразу видишь, поймал матку или нет. Разделители, уловители, это все свое. А это там, конус из ватмана, чтобы ловить роей на высоте там 20 метров. Отлично. Это пришло уже, когда как только стал сигаретных выводить. Ну, Всё понятно, пришло. было время, когда рои ловили, да. Вот. Тоже ловля раев, это, я бы сказал, гигантское историческое явление, чтобы не есть еще мама, ушли, которая ушли, чтобы раи не ушли. Это естественное дело. А мы уже инстинкт этот приспосабливаем по-своему. Ремарка кончилась, продолжаю дальше. Давай. Еще одно изобретение, которое, наверное, оно первое, которое меня поразило. Значит, чтобы перетаскивать ульи, наверное, когда он его изобрел, эту тележку, наверное, ульи были еще потяжелее. Вот. Подъезжает, значит, с тележкой, сводит вот так и повез. То есть тележка с раздвижными этими ручками. Да. А там захваты. Да, ну прекрасно. Элементарно вроде все это можно, но он все это сделал. Я все делал, чтобы как мне одному. Потому что пчеловодство это дело кустарное и глубоко индивидуальное. Не могут два пчеловода вместе работать. А вот пчеловод с помощником может работать. У меня был замечательный помощник, вторая жена. Но так случилось, что пришлось с ней расстаться не по моей вине, а по вине дикого случая. Человек заболел и ушел из жизни. Окончила курсы пчеловода здесь и прочее, прочее, прочее. Как говорится, молча, без разговора подходим к улью, мы знаем, что делать, каждое свое место, и никаких, как говорится, тут трений. Почему? Потому что во время этой работы было полное согласие. Ремарка кончилась. Кончилось. Я все-таки тему вот эту жен чуть-чуть подправлю. Не все ведь у нее было так удачно с женами. Была женщина, с которой все было хорошо, объединили пчел, собрали мед, продали. Потом она говорит, давай мне деньги, я поехала в Ленинград. Он говорит, нет, вот приедешь, профукаешь все, а денежки сейчас я возьму, они целые. Так что разные были помощники. Так, значит, вот это, господа, это легенда. Этого не было никогда. А было не так. Значит, объединили пчел. Первое, что сделал, сменил маток на Карпатах, потому что там соседи уже грозились у нее дом поджечь на садоогороде. Вот. Потому что она сшила всем своим детям водолазные скафандры, и в этих скафандрах они работали с пчелами. Вот. Им-то ничего, а соседи-то уже там и вои, и маты, и угрозы, и бог знает что. Вот. И когда мы все это объединили, я ей сказал очень просто, говорю, я не хочу доминировать над нашими с тобой доходами. Мы вместе трудимся, без тебя я бы не смог, и ты без меня бы не смогла. Давай сделаем так. Вот мы с тобой доход имеем от продажи, имеем. 20% это на обслуживание пасеки, автомобиль, там ремонт, т. Что осталось? Четко пополам. Пополам. Это первое. Второе.
я мужчина, я добытчик. Пенсию свою на книжку, и чтобы тебе перечисляли туда, и ты ни копейки оттуда не берешь. Это резерв на всякий случай. Я тебя буду поить, кормить, одевать. Одевать. Ночная легенда слаба. Одну минуточку. Когда она первый раз меня спросила как-то, слушай, а ты вот меня любишь? Я ни слова не говоря, сказала, пошли в магазин. Я ей купил за 30 тысяч красивое кожаное пальто. Фигура была замечательная. А через некоторое время она снова. Я говорю, пошли в магазин. Я купил ей хорошую шубу. Есть, чтобы одно слово сказать, люблю, и все. Третий раз она меня спрашивает. Я говорю, пошли в магазин. Заходим в ювелирный, я выбрал красивое кольцо, померила, 25 тысяч выложил, она получила замечательное колечко. Больше она никогда не спрашивала меня, люблю я ее или нет. Вот. Так, и последнее. Давай, заканчиваю. Нет, я закончу. Да. Я хочу. Значит, я хочу, вам. господа, я вот чего хочу сказать. Значит, размышления мои на днях были, не знаем, пчеловоды, а каждый пчеловод это штучный товар. Запомните? Не каждый может быть пчеловодом. Надо научиться много отдавать, прежде чем что-то брать у пчел. Так вот, пчелка сама по себе делает услугу. 90% ее пользы уходит в природу опыление. Не было бы опыления этого, не знаю, было бы человечество. Следующее. Она собирает нектар, она изготавливает нам мед, собирает пыльцу, делает пергу, ее яд, лекарство. И на этом вся литература молчит. Господа, самое главное упустили. Даже погибая, она нам дает бесценное лекарство. Это настойка подмора. Я второй год пью эту настойку и скажу вам, я не узнаю себя. А простая вещь. А в каком смысле не узнаете? Вы открывали сковородку. Скажу. Я не узнаю себя в таком случае. Я подхожу к зеркалу, я вижу там какого-то старика, а я бы хотел моложе выглядеть. Так, короче говоря, что такое настойка подмора? 2 стакана подмора, где-то я осенью не жалею, выбракованную семью не жалею, не кормлю, держу на 3 рамочках, стряхиваю мешок и в морозилку на 2 дня. Итак, чистая, без кала, здоровая пчела, на которой я сделаю настойку. 2 стакана больших на пол-литра водки, лучше спирт 70%, вот, в банку, затем миксером этим опускаю туда, и там получается как манная каша такая. 2-3 недели взбалтываю, держу, затем отцеживаю, отжимаю, и вот этот настой, он коричневатого цвета, очень хороший аромат у него, я пью 4 раза в день. 3 раза после еды и последний раз перед сном. На ночь. Правильно, Дальше это только сейчас. Мы с вами договаривались о своем системе питания. Вот. Так, сейчас это скажу. очень интересный вопрос. Сейчас скажу. Значит, про питание, говорит товарищ, это очень сложно. Сколько человек, столько и диет.
Самое главное не обжираться. Это первое. Это первое. Второе. Отдавать предпочтение овощам, особенно картофелю. Поверьте мне, что картофель – это такое богатство. Во-первых, сердечная система сосудистая, она постепенно выправляется. Сердце работает лучше, сосуды лучше работают. Волокна, очень много волокон в картофеле, это хорошо, работает кишечник. И много, еще многое. Картошку можно есть сырую, можно есть недовареную, можно есть печеную, всякую, не меньше полкилограмма в день. Так я исправил свой кишечник. В моем возрасте трудности с опорожнением бывают у почти 95%. Значит, ужинаю я. Квас хлебный, редьки 50 грамм, пара картофелин, картошки мелко нарезал, редьку туда натер, столовую ложку масла нерафинированного, именно нерафинированного, столовую ложку, 2 ложки обязательно в день. Делаю вот эту баланду делаю, а называлась, раньше называлась делать редьку с квасом. Затем вот это я смешал, картофель с редькой и совсем, а перед сном стакан кефира. Все. И еще одна вещь. Научите свое брюхо вот такому упражнению. Вот мое плоское брюхо. Повторение мать учения. Значит, это что такое? Хорошее кровообращение. А у нас все главные органы в брюхе, недаром раньше говорили, лишили живота своего, то есть убили. Все органы обеспечения здесь находятся. Это все рычаги с приводами. Здесь телецентр целый. Все здесь. Есть компьютер. Такой, какого еще человечество не изобрело. Все должно, ребятки, работать. И компьютер должен работать, и мышцы должны работать. Что вот это я вам показал движение? Это улучшение кровообращения всех органов. И селезенки, и печенки, и кишечника, и сосудистой. Здесь у нас диафрагма находится, которая отделяет сердце от кишечника. Она, диафрагма, это плоская мышца. Я вам показал ее, как эта мышца работает. А когда эта мышца хорошо работает, не стесняйтесь, подходите к зеркалу с голым брюхом, начинайте с сегодняшнего вечера, начинайте двигать. Потому что все мышцы работают в том случае, и питание работает хорошо. Что я кушаю на завтрак? Одно яйцо, грамм 50-80 квашеной капусты, столовая ложка нерафинированного подсолнечного масла, 200 граммов каши гречневой или каша пшенная пополам с тыквой, стопочка 50-граммовая пшена, варю отдельно, потом смешиваю, кусочками нарезанная тыква, потом смешиваю, тыквы получается 150 грамм, 200 грамм вот этой каши, итого 350 грамм. Утренняя норма объема и массы около 400 грамм. По принципу завтрак съешь сам.
Обед раздели с другом, а ужин отдай другому. Я ужин отдаю редьке с маслом. Вот таким образом. Вот в основном это питание. Что я делаю для того, чтобы пополнять и белками, и микроэлементами, и другими ценными вещами? Курятина. Я покупаю курицу, разделываю ее. Все, что с косточками уходит на бульон, лучше, чем куриный бульон, я бульонов не знаю. Все остальное уже идет в пищу, либо можно отбивную сделать из грудки там или еще что-нибудь. Ну, в общем, утилизировать пищу, все это можно. Очень большое значение придаю рыбе. Рыба не дает склероза. Там знаменитые аминокислоты. Там легко усваиваемая ткань. Покупаю самую богатую этими аминокислотами рыбу, сельдь атлантическую. Одна рыбка 300-400 грамм. Хожу по магазинам и ищу рыбку такую, чтобы на ней пятнышка рыжего не было. Чтобы она была серебристая вся. О, пятнышко мне надо. Ухожу в следующий магазин. Нахожу. Рыбу почистил, голову отрезал, рыбку положил, внимательно слушайте. Острым ножом до хребта, не до конца, а до хребта. Через каждые 5-8 миллиметров я вот так вот ножичком. Что, для чего это? Ребрышки есть, их можно вытащить, скушать. А вот от спины к ребрышкам в ткани есть мельчайшие, как волоски, эти самые косточки, они такие неудобные. А когда их так вот, я всех их так вот порезал, значит, и косточек никаких нет. Второе важное. Не жарю на сковороде рыбу, а томлю. Приспособил такую вещь. Значит, газовая плита. На газовую плиту ставлю без дна вот такую старую большую консервную банку. То есть только труба. И у меня получается на большой высоте жар. Не огонь, а жар на сковороду. Жар. Еще раз повторяю. Даю минимальное. Сверху накрываю крышкой. Рыба там не жарится, а тонится. 5-6 минут на одной стороне, 5-6 минут на другой стороне. Этого достаточно. Итак, рыба не жареная, потому что жир перегоревший, это уже канцероген. Я. Это я. Это я. И таким образом, значит, я белки беру и мясо, в котором больше всего микроэлементов, это мясо курицы. Итак, курица, сельдь, а колбаса, и колбаса идет. Я люблю супы гороховые, и называю я их суп экспресс, то есть быстрый. Кофемолка. Туда 2 столовых ложки гороха, закрываю в холодную воду. В холодной воде стоит. Это вот болтушка. Затем мелко нарезанная 20 грамм краковской хорошей колбасы, морковь на шинковке, лук. Туда заливаю подсолнечное масло, столовую ложку. И вот это все поставив, все, значит, даю опять тот самый огонь, тот жар, который на банке. И у меня это томится.
готовность, когда лук становится прозрачным. Но ничего не жарилось, ничего не трещало, ничего не румянилось. В это время у меня, за эти 5-6 минут, в это время у меня горошек измолотый право готов. Я туда там в холодную, значит, болтушку ставлю на огонь и помешиваю ложкой, чтобы не пригорело, чтобы комков не было. Итак, за полчаса у меня отличный суп, полезный, душистый, приятный, быстро и необычайно дешево. Я так посчитал, тарелка супа получается где-то 25 копеек. Все на Рублей. То есть рублей. Рублей. Вот так. Ну, больше что еще вам такое сказать? Ее величество картошка. И если вы будете кушать Раздельное каждый питание день, еще, по-моему, вы... так, на раздельное питание я смотрю, как вам сказать, Подозрительно. нет, немножко скептически. Да, на раздельное питание. Ага. Это уже чего-то такое, как вам сказать, из области фантастики. Вот. Ну и на закуску скажу вам такую простую вещь. Одну секунду. Простую вещь скажу. Утром я просыпаюсь и выпиваю 250 грамм ключевой воды. Обязательно. Спать иду, стакан воды обязательно. Потому что когда вы спите, вторая смена приходит и влажную уборку в вашем организме делает, а всякую дырку все скатывает. Еще мою Вот. Всякую, как говорится, отходит все через фильтр, печень, почки и сбрасывают в те сосуды, которые у нас заготовлены для накопления вяки, чтобы потом тебя утилизировать с помощью. Все, продолжаем чествование юбиляра. Значит, это я вам вручил. Мы потом сфотографируемся. До отхода надо в 11. Ага. Теперь вам фильм. Фильм он там пока. Да. Теперь я обещал вам немецкое пчеловодство. Вот оно. Спасибо. С переводом. Вот. О, Это ваш образец был. да, спасибо. Это система пчеловодства Шахматова. Да. И здесь вот вам главный наш сюрприз. Умельцы удмуртские выточили. И они же и туда налили чего-то. Еще расписали. И расписали. Вручную. Да. Автор известен. Хохряков Андрей из деревни. Это ведь осина. Надо такую было осину найти. Это липа. Липа? Да. Тем более А не хорошо. осина? Нет, липа. Ну, обычно на посуду осину всегда применяли. Вот. Липа. Липа тоже есть. Да. Вот наши подарки. Кто хочет еще что-нибудь сказать? Маленькие дополнения. К меду очень хорошо кедровый орех. Ух ты. Вряд ли кто-то, и они такие дорогие, что их обычно с последней очереди их покупаешь. Да. Это только юбиляру. Мед, да, добавить очень вкусно. Да. Ну что, кто еще? Ага. Придется, еще. можно сказать. Сейчас, сиди, слушай. Николай Андреевич, вы наш давний друг библиотеки. Мы тоже хотим поздравить вас с юбилеем. Давай. Поздравляю с вашим великим юбилеем. От всей души желаем оставаться бодрым, хотятым, любящим жить. Успехов вам в благородном мире пчеловодства. Так много и все одному. Да. Так, пожалуйста. Дорогие друзья, уважаемый Николай Андреевич, вот тут Георгий Васильевич сказал слова признательности. Я вот лично хочу вам сказать свои слова признательности. Дело в том, что я молодой пчеловод, и как-то после первого семинара я с вами познакомился. Ну и ладно. И так получилось, что после первого года пчеловождения у меня слетела пасека. Пасека в лесу, май месяц. Птицы поют, веселятся. Я хожу, на пасеке гробовая тишина.
никто не летает, никто не шумит, не дружит. Что же думал делать? И вдруг звонок. На пасеке у меня там плохо телефон работает, связи нет. Вдруг звонок. Беру без энтузиазма, набираю. Петров Николай Андреевич. Я очень удивился. Он мне звонит, спрашивает. Вы у меня спрашивали, пакеты будете брать? Я говорю, я бы взял с удовольствием, но нет у меня пока денег. Он говорит, тебе дальше приезжай. Приехал, забрал. Деньги когда будут, тогда дальше. Ну что, я подкупил несколько семей, липа зацвела, и у меня пасека ожила. Ожила пасека. Далее, значит, у меня два авторитета на этот пчеловодство, это Шахматов и Николай Андреевич. Я долго думал и хотел остановиться на жирках, но спина тоже немножко побаливает, и все-таки у меня сейчас там разнобой. 10-рамочные, 12, 16, 20-рамочные есть. Но впереди у меня будет пасека, это будет многокорпусная. У меня возникают вопросы. Я открываю интернет и смотрю лекции, на которых нам читал, рассказывал. Поэтому, Николай Андреевич, я вам желаю здоровья, долгие лета. Я бы вам хотел сегодня руку еще раз пожать и обнять. Большое вам спасибо. Так. Что вы сказали? Чай у нас будет, да? Да. Как мы поступим? Либо мы сейчас встанем и сфотографируемся вот так. Да. А потом сядем чай пить. Юрий Васильевич, Тогда можно я тоже поздравлю? давайте. А потом нас расставите. Да, дорогие друзья, дело в том, что вы пчеловоды, и как я понимаю, что самый главный, самый основной пчеловод у нас Николай Андреевич. Но я-то об этом хочу сказать. Да, мало того, самый опытный, да? А я-то, дело-то в том, что он явился героем моей картины. Да. И я бесконечно ему, так сказать, благодарен за то, что он такого высокого рода, племени, настоящего умница, и он остался вот в моем творчестве. Громадное спасибо, Николай Андреевич, за вас, так сказать, труд, род и за ваше терпение перед вот тем, как создать наш портрет. Очень много, Николай Андреевич, уделил мне времени, я очень доволен, что у нас случился хороший портрет. Значит, скажу, что кто бы ни пришел, равнодушный нет. И что спрашивают, а на каком фоне сделано? Говорю, покажи. Тут, говорю, сиво в каму впадает. Говорю, посмотрите, вот это, говорю, живая природа. А, говорю, ну это был талант художника. Он, говорю, сюда меня перенес и удачно, говорю, посадил. Вот так. У вас дома портреты? Да. И что, говорит, это самое... Как так? Ну и вот, приходят ко мне дети и говорят, папа, это домовой, он дома пускай висит, нам тоже надо. Я показал, еще парочку поменьше. И они счастливые в рамочках держат, а один портрет Сейчас, одну секунду. летел в Германию к дочери, к внуку. Москва погружает. Спасибо. Слушаю. Владимир Владимирович Так, ну будет портрет у нас Да. общий. Давайте. Встаем? Давай. Куда? Вот там. Спасибо. 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 Может, на фоне Вот так. книг? Так, кто дал? Не Москва, что ли? Да. Термушин? Я дал Москва. Это Михаил. Может быть, как-то, чтобы у нас первый ряд сидел, второй Давайте ряд сюда. Не А кидайся. зачем это? Да, ну давайте я. Мы все у вас. Нет, обычно это вот... ну ладно. Значит, Перед телевизором они Значит, жмут, постарайтесь жмут, так- сами поглядят. Друзья мои, постарайтесь так сказать, чтобы друг друга не закрывали. А вот эту штуку куда их Вот так и держите. Команда. Да, Николай Андреевич, наверное, опять. Вот.
И я пью по 30 капель. Потому что мой уже организм так не воспринимает. Да, да, с удовольствием. Никуда это не должно остановить. Я думал, по все. Значит, я вам такую вещь Куда сказать? я вам дам сейчас, запишите, ребята. Я бы не против, значит, сделать Журнал Я номер 4 пчеловодства. там, я не знаю, еще где-то Журнал номер 4. Да, попросить, да, скажите. 1998 год. Ладно, я сейчас позвоню еще минут с вами. Страница 51. Статья называется «Водочка». Да. Это что-то трудоемко. Ну это мой опыт. Ну, вот есть свидетель. Марк И лейтенант. самое удобное, самое... Значит, самое, как говорится, интересное то, что мед, сам мед, он настолько, как вам сказать, технологичен. Вот я, допустим, сделал перегон из хорошего вина. Вот с вами сидит сосед, он не даст соврать мне, само по себе вино приятного цвета, такого прозрачного, желтоватого, тонкий аромат, приятный вкус, крепость довольно приличная. Вот. Так вот эту штуку я перегнал трижды. Жалко такую штуку перегнать. Зато вы попробовали, знаете, что это такое, когда с можжевельником настоял на можжевельнике. Это что-то. Это было очень приятно. Давай еще 2 минуты посиди, я тут историю. Да, я вот жду тебя. Мне очень хочется послушать, что у тебя на сердце. Ты в следующий раз бери, я тебе подам чуть хуй за конфеткой. Зато с вами поздоровался. Ну смотри, какие радуги. Значит, я зашел вчера в магазин и продавца спрашиваю, говорю, завтра чаепитие, вот дайте мне таких конфет, чтобы можно было народ удивить. Вот. Она говорит, так вот только вот эти вот остались. Удивительно. Удивительные. И я забрал все, что было у нее, я забрал. Значит, вот эти вот гостинцы еще не надо в 2 места идти, а еще мы скорее. Иван Андреевич, вопрос. Вот вы же, вот любой пчеловод, он же человек наблюдательный, да? Каждый год пчеловод проживает весну очень ярко, то есть он смотрит, когда что, и вот с годами у каждого пчеловода нарабатывается какой-то опыт, какая будет весна, как она начинается, как это влияет на сезон. Мне хочется с вашей позиции опытной услышать прогноз на это лето. Как вы думаете? Значит, какая будет? послушайте, значит, я этими прогнозами сыт, и очень редко я на этом бильярде попадал в лузу. Очень редко. Как правило, вроде бы все правильно сделал, и опыт есть, но шар в лузу не попал. Он почему-то остановился в стороночке. Вот. Ну, близко? Ну, близко. Но, значит, что я вам скажу, ребята? Научитесь природные свойства пчелы, ее выживаемости. Научитесь использовать. Лучшего пока ничего природа не придумала. Вот у меня, я нечаянно придавил матку, где-то осматривая, случайно, я даже не видел, что я ее придавил. Я потом только догадался. И оказалось, что где-то мая 5 или 6 пчелы заложили маточник. Да какой? Не как на этих роевые, а как
тихая смена. Вот, Но они знали, что вы гадаете. вот. То есть им время поставило выбора. Сейчас нас мало, но если мы будем один маточник кормить, мы можем его вот так накормить. И поэтому сделали один маточник. Всегда запомните, на маточнике на тихой смене всегда бывает вкуснее. И вот что получилось у меня. Что оказалось, эта семья начала матка сеять после 20-го, 21-го. Это было такое чудо. Ну, я обрадовался. Но в голове не отложилось. И мне потом искусственно. Кто сделал шахматов? Он 3 числа обезматочил семью, матку в отводок. Здесь в это время выводились маточники, вот, либо оставляя один лучший, а он все выбирал, но выводил отдельно от чемпионской семьи джентльским сортом. Отдельно. Я ушел от джентльского сорта, он у меня есть на всякий случай. Но вот где-то вот на днях я приду, посмотрю и сделаю такую вещь. 2 корпуса. Верхний корпус, на верхний корпус на нижний корпус я кладу пленку. В середине, ближе к сзади, вырезаю вот такое окно, чтобы захватить 2-3 улочки. На длину всех улочек или только... Нет, 2-3. Небольшой. В вот так вот. То есть, где гарантия, что здесь пчелы всегда есть. И вдоль? Нет, только это. Да вот такой. Понял. Гарантия. Уж тут-то они всегда есть. Дело в том, что они начинают сверху кладу решетку ганимановскую. Мать внизу. Мать вверху. Мать вверху. Один сорт с расплодом печатным, один кормовой, один с вощиной, а остальные ставлю, в зависимости от силы семьи, ставлю суши. Итак, мать наверху продолжает работать, там ей тепло. Но внизу выводят в большом теплом гнезде, и матка здесь весенняя дозревает. Полный цикл созревания происходит здесь. Маточники они сами закладывают внизу? Сами закладывают. Потому что они это самый запах матки потеряли. Пленка все закрыто. У них сиротство не потеряли, а сиротство. Усиливается. Но пчелы кооперируются. Чуть чего они ведь не помогут. Или наоборот, нижние. Наступила система сиротства. Итак, наверху матка работает. Внизу матка есть. Она сделала облет в свое время. Вы убедились, что она вернулась с облета. Вот, Николай Иванович, И как вверху, только... только оставляете вверху? Нет. 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 То есть пчелы ходят все через нижний Да, корпус? да. Через Так, здесь. так они запах матки вот должны все-таки передавать, наверное. Матка не сделана наверху. Я знаю, но те, Поэтому которые сиротство. переходят снизу. Поэтому сиротство, то есть они на всякий случай в гнезде, это гнездо, я не говорю, не маточник, да не тревога. Она где-то там, ушла куда-то, не где. Ее с нами нет. Даже если вы в гнезде, в нижнем корпусе поставите решетку и отделите, тут же рядом заложит маточники. То есть называется феромен, это самое вещество, которое матка постоянно выделяет, и пчелы, проходя мимо, невдалеке от нее, чувствуя запах матки, они спокойно работают, тревоги нет. А если забрать матку, через 4 часа наступает тревога. Сиротство наступает. А до 4 часов они еще ее ищут, в надежде еще найти, потому что еще запах от нее в гнезде есть. Итак,
2 корпуса. Внизу матка начинает сеять, вы это проверили. У вас все записано в журнальчике, в тетрадке. И получается таким образом, что внизу матка начинает сеять. И не вздумайте, наверху уже много с расплодом этих рамок. Не вздумайте взять, поставить отсюда рамочку к низу. Там уже ведь нет расплода практически. Тут же матку свою молодую убивают. И на свежей личинке выводят снова матку. Феномен пока не разъяснений. Поэтому, когда вторак идет и ставит сюда рамку с расплодом, думают, с маткой, думают, что вот все в порядке, ничего подобного, старую убьют. Не любят старух. Убьют. Да, она не старуха. Все равно, хоть молодая, все равно убьют. В нижнем корпусе убьют. В нижнем корпусе убьют. Что надо делать? Я даю пятачок печатного расплода, чтобы был. Как только печатный расплод есть, все, мать стопроцентно принятая, и сверху, без матки, берете 2-3 рамки, к низу ставите, потому что там много молодых пчел, и начинает кормить. Мать молодая еще мало насела, она судошку только еще насела. Но вот этот еще только появился, хоть штук 5, 6, 10 запечатанных есть, все, берите и ставьте сюда. Без матки. Маток надо метить. Метить очень просто. Метить. А из верхнего корпуса вручную ее удаляете, да? Из верхнего корпуса потом вручную? А потом нет. Потом, как только внизу они разработались, я беру и делаю это свой отводок, донор. То есть тут матку убираете? Матка старая, корпус со старой маткой я снимаю и ставлю на дно. Ставлю в нее очень много суши и вощины, и все забираю и отдаю этой семье. Здесь матка молодая работа, здесь вот медовик. А здесь есть закон. Закон семьи, когда семья может не роиться, если нелетных пчел меньше 800 грамм. Вот почему пакеты дают кило 200 пакеты дают. Это, значит, контрольная величина. Итак, у меня стоит отводок. Я оттуда сама забрался сюда. Здесь имеется пчела. Матка сеет старая, роится, не думает, потому что критической массы нет. Нет критической массы. И все время я отсюда сюда ставлю. И у меня главного взятка получается 2 корпуса печатных. 2 корпуса. Вниз можно поставить молодую мать, оставить и дать сюда, 10-рамочная, дать сюда штук 8 вощин. Заново отстроят, заново засеют, а здесь, пока здесь это вот все эти работают, начинает работать пчелы. Умейте считать. Считайте, умейте количество пчел по времени. Можно накопить целый улей пчел, а на взятки работать не будут. Их надо кормить, выкармливать, они молодые еще и прочее, прочее. А в поле должны работать рабочие пчелы. Поэтому есть такая теория: матку отбирать, в клеточку заключать, но это возня. Самое главное, нужно обязательно посчитать. Вот сегодня 2000 она, молодая мать, насела, завтра, пусть будет 2 легче считать, пусть будет 1000. Каждый день вот так вот сеет. Через 22 дня первые рамки, из них будут выходить первые пчелки.
Так вот, чем отличается сигаретка, что она рано и очень плодоносно работает. И у вас, те, кто полетит в поле, как раз подойдут к главному взятку. Но к главному взятку они должны подойти 8-дневными, 5-8 дней. До этого они дозревают, занимаются домашними работами разными. В поле они полетят на 9-й день. Поэтому, когда вы ранних сигареток выведете, и они у вас облетятся, и вам буквально с первого дня начнут вам засевать этот корпус, тот, который через месяц будет главный, это в основном с 1 июля у нас главные взятки идут, начинается с 20-го, уже начинается по килограмму. Контрольные весы должны обязательно стоять. Контрольные весы. Таким образом, вы, когда в это все влезете, вот, у вас будет осознанное пчеловождение, осознанное. Да, А не так, успевай хватать. Да, мы поэтически настроились. Мелькина Иосифовна хочет стихи прочитать. Николай, А вы Николай после нее Иванович. тоже почитаете. Николай, Ой, Николай Иванович, искренне вас поздравляю, дорогой Николай так, одну Иванович. секундочку, кипяток где-нибудь есть кто-нибудь, да? И есть, Я конечно. проболтал руки-то Поэтому крайне. я Нет, крепковатый. Вы вот скажите, пожалуйста, большим опытом, Давайте, да, давайте, пчеловодства, да? читайте. Нет, подождите минутку, я хотела узнать, кто вас обучил, первое, значит, по пчеловодству. Вы Черепанова знали, Александр Александрович? Значит, я самоучка. Я сразу же домашнее пчеловодство ответ. Вот я купил все, по пасекам походил, посмотрел, удивился. Каждый человек, суевернейший человек, Господи, он вам не скажет, сколько он семей держит. Не дай Бог заглянуть в чужую. На пасеку-то не пустит иногда. На пасеку, ребята, это все такая чушь собачья. Что я сделал? А как за бобром? Я пошел, купил вот такую книгу, американское пчеловодство, прочитал ее и сказал: бабушкины сундуки держите, сколько вам влезет. Я с сегодняшнего дня много корпусов. Все. Я начинал литературу искать, собственный опыт, размышления, рассуждения. Пчеловодство – это вещь философская. Много раз возвращался к одному случаю, к другому, анализировать, записывать. И самое, к чему я подошел, ребята, нарисуйте вот такой круг на бумаге. Разделите на 12 частей. И у вас окажется, начиная с сентября, мертвая зона. Начиная с сентября, мертвая зона. До самого почти мая. Мертвая зона. Нет, А вся горячка- это изобретение Николая Андреевича. Вот. А вся не мое изобретение. Нет, это Я- модернизированный улей Рожедолона. Рожедолона. Да. Модернизированный, не Так спорьте вот, со мной. когда вы увидите, что у вас горячий месяц, май, июнь, июль и Рожедолона вот август, такой высоты рамочки. значит, 4 месяца вам надо на ушах ходить. Так У возьмите него и 200. посмотрите, ребята, что можно сделать в первые 8 месяцев вот этого вот календаря вашего круглого, что можно сделать? И перетопить, и почистить рамки, и навощить, вощить тепло, чтобы вощина не лопнула. То есть все сделать, чтобы не штурмовать. Прихожу к пчеловоду, а он рамки чистит. Майском. Что чистить? Летом в Доме Летом природы. чистит рамки, что делаешь? Так расширять гнездо надо. А зимой ты что делал? Николай Андреевич,
Настройтесь поэтически, послушайте стихи. Или сами расскажите. Слушай, Подождите, я еще Давай. хотела знать. Сколько лет вы, вот со скольки лет, сколько вам лет вы начали заниматься пчеловодством? 40 лет. Я увидел человека пчел и сказал, это мое. Пошел тут же в магазин После пенсии? и Ой, на пенсию. подписался Да не. на газету, на журнал и купил пару, стопу книг. Потом купил одну семью, потом стал посмотреть пасеки, где мне откровенно вот такие вещи показывали на пасеках. Видишь, что захотел? Да. Это дело тайное, это кастовое дело, а ты куда полез? Кто тебе скажет чего? Дураки, что ли, все? И так, получив несколько кучей пеньков, я пришел и сказал, Да пошли вы все. а я разберусь без вас. Вы со своим суеверием далеко не уедете. Все, разобрал. Я такой же, и охотой так же, и рыбалкой так же. А вот с пчеловодством нет. Тут Николай Андреевич у меня это. Я плохой ученик, я знаю. Не надо, не хвали, не хай, ничего. Молчи просто. Я только два слова скажу. У него есть добрые намерения, и он даже купил трубы для эстакады, а я купил ему ту самую таль купил ему. Но я доведу дело до конца. Ничего у него эстакада будет работать. Андреевич, зато этот таль очень пригодится, когда дом Все, не надо, все, я же. А Так вы- будем стихи или нет слушать? Расскажи сам тогда. Я слушаю. Дама, вперед. Давай. Дама, стихи. Не надо вопросов. Почему? Так а что вопросы? Все ясно же. Николай Андреевич, а вы оформляли художественное оформление рамок для показа или для интереса? Слушайте, я это дело видел и сам себе сказал. Не делали? Я пчеловод. Да, не фокусник. Я пчеловод. Нет, не надо. Я видел. Вставляют эти самые рисунки разные Расскажите делают. стихотворение, а то ведь это не прочитал. Сам расскажи. Значит, мой девиз такой. Максимум дохода за минимально затраченное время. Я всю жизнь этому работаю профессионально. Почему? Потому что я начальник бюро труда и заработной платы, работал 30 лет, и вся моя деятельность такая, как сделать больше продукции за минимально короткое время, не нарушая технологического процесса. Все. Правильно, Пелагин, да. Все. Жизнь короткая. Надо успеть Надо успевать. Нормально. Так читайте ваши стихи, так мы и не дождемся. Так, дорогие друзья, каждый, конечно, начинается от кого получаешь сведения и учебы все. Но знаете, вот в 1988 году ко мне обратились редактировать книжку, чтобы ошибок не было, стилистических, грамотных и все. Черепанова Александра Александровича, Совета пчеловода-любителя. Я, значит, прошлась, это все посмотрела, отредактировала в издательстве. А потому что Олег Григорьевич Яковлев тоже там занятия провел. И вот у нас очень много было в аудитории Первомайского исполкома, там председатель исполкома, потом Климова Елена Тимофеевна организовывали эти курсы пчеловода. Они пчеловодные. Александр Александрович Черепанов. Вторую книжку редактировала в 1998 году. Но он уже умер, он был уверен, что книжка выйдет, если Михайлова взялась. Печатали хорошо. Но знаете что? И в 1998 году я решила, а мы в 70-х годов интересовались уже пчеловодством. И знаете что? Я решила как-то, знаете, как-то популяризировать это дело, да? И вот оформила
художественное оформление рамок. Систему рассмотрел, потому что не всегда этим не видишь. Вот рамка, потом оформляешь там рисунок. Я написала там «С днем рождения» и поздравляю. 2 рамки. И это вот рамки, потом пчелы это достроили, а потом это и запечатали, и вот печатная рамка, запечатанный медом, и вот вывесили на ярмарке, первый раз ярмарка в 1998 году для Дома дворца. И вот на окно повесили, и вот знаете, через заброс, и все можно было читать на свету, на солнце, что поздравляют, и все удивлялись, столько много было народу, ну, как это пчелы могли написать, понимаете? Ну, если что конкретно потом. И вот, и пчелками, конечно, я в основном пропагандировала. Вот в гимназии, в школе-гимназии я проводила мастер-классы, где с ребятами. И вот такие стихи. Сделала это, в смысле, задание, чтобы они, ребята, подготовили цепочки, там ромашки, лист бумаги, и полностью аудитория была заполнена на полу этими цепочками. И такие стихи. Села пчелка на цветок, самое главное, пчелка, девочка, так, крыльями, тут это все, да. Села пчелка на цветок, опустила хоботок, подлетает к ней комар. Что ты ищешь там? Нектар. А тебе не надоело, не наскучило искать? Нет, тому, кто занят делом, просто некогда скучать. Божья пчелка, насытившись нектаром и пыльцой, взмахнула крыльями и полетела улей свой. Вот такой сюжет, и комар, мальчик, да, это все прыгали, скакали, и потом мы угощали с медом всех. И такие довольны были. Классно, классно, спасибо. Нормально. Отличная история. Николай Андреевич любитель Пушкина. И И он может прочитать что-нибудь тоже. Да, но не из Пушкина. Нет, я просто вам прочитаю, как вам сказать, я еще прочитаю. картинку. Да, потом встанет. Осень. Октябрь месяц. В старые времена это голубое небо. По утрам лужи уже льдом затягиваются. Березы еще находятся в золотом одеянии и так далее. Ну, однажды я шел по такому лесу, и что-то на меня напало, лирическое. Я пришел домой и написал, и никакой поправки. Золото березы, небо в синеве, по утрам морозы, лужи не слыхать кукушку, и Волга молчит. Дятел на опушке долотом стучит, солнышко скупое смотрит с высоты. Что-то в нем такое от былой мечты, как в былом березы, синева и даль, молодости грезы. Мне вас очень жаль. Николай Андреевич, разрешите поздравить вас с юбилеем и сказать несколько поздравительных слов в ваш адрес. Значит, публика. Да. Значит, мы с вами знакомы почти 10 лет без малого. Вы пчеловодством занимаетесь столько, сколько мне. Да, столько, сколько мне, вы занимаетесь пчеловодством. Вот. И жизнь людей складывается так, что вся наша жизнь состоит из встреч. И благодаря Гелию Васильевичу, судьба меня свела с вами, а соответственно и свела уже потом и с Александром, и с Вячеславом, и так далее. То есть круг знакомств, он расширяется. Но сегодня не об этом. Сегодня хочу сказать именно о вас, как юбиляре. Судьба сложилась так, что именно я считаю вас своим учителем. И именно эта передача именно вот этой энергии пчеловодства произошла на вашей пасеке. Я это почувствовал просто каким-то задним
мозговым, наверное, каким-то чувством. А все произошло, когда, ну, любой пчеловод знает, что такое роение, что такое поймать рой и самое главное посадить. Вот эта энергия роя, это клубок пчел, который живет своей жизнью, и ты находишься в непосредственном контакте с этой энергией. В процессе ты управляешь этой энергией, садишь его в новый улей, и эта семья приживается, и потом, соответственно, она дает урожай в этом году. А это очень сильная семья, как правило, роевая семья. И вот первый рой в своей жизни я садил на пасеке у Николая Андриановича. Так случилось. Я не знаю, как так это произошло, сейчас не могу вспомнить. Но Николай Андрианович меня позвал, я приехал, у него как раз семья отроилась, и мы ее вместе посадили. После этого у меня, конечно, свои раи были. Я тоже это дело уже с учетом опыта, приобретенного на пасеке Николая Андриановича, садил их. Сына один раз даже приобщил к этому делу. Это незабываемые эмоции. Ну, роение и посадка роя, я считаю, это две вещи в пчеловодстве. Это праздник. Да, две вещи в пчеловодстве, которые это зажигают. Это качание меда, когда этот мед идет, да, с медогонки. И именно посадка роя, вот это две вещи, которые в принципе, любой пчеловод ради этого живет. Так вот, Николай Андрианович, я хочу вам пожелать, 50 лет пчеловодства на самом деле это ни о чем. Не край. Да, не край. Да, да. Но самое главное, это колоссальный опыт. Каждое слово, которое мы здесь слышим от вас, оно, безусловно, в копилку каждого из нас. У всех свой опыт. Большой, маленький, но с вашим опытом, конечно, несравнимый. Поэтому хочу пожелать в ваш юбилей, прежде всего, той энергии, которая у вас всегда присутствует. Мы заряжаемся на ваших занятиях. Спасибо вам огромное. Тот опыт, который имеете, вы без каких-либо эмоций щедро раздаете в наши уста, уши. Мы их по мере своих сил воплощаем. Как вы всегда говорите, недостаточно, но будем стараться, Николай Андрианович. Желаю вам прежде всего крепкого здоровья, не останавливаться на достигнутом. Мы всегда любим, ценим, уважаем вас. Здоровья вам, счастья, любви близких людей, окружающих. Всего доброго, Николай Андрианович. С юбилеем! С юбилеем! Можно я добавлю немного? Вот вы ровесники моих родителей. Отец мой 27-го года. Я 28-го. 27-го. Я младше. Мать с апреля 30-го года. Ей это 89-й год пошел уже, это 23 апреля. Вот поэтому я вас воспринимаю как своих родителей. И отца, к сожалению, нет, мать живая в полном здравии, она тоже так же, да. И вот думаю, если все-таки вроде такое, что и в таком возрасте, 90 лет, я просто чудо просто-напросто. И что в таком возрасте. Вот я 43 года агрономом работаю. В моем Завьяловском, сейчас главный агроном в управлении сельского хозяйства Завьялова. И вот сколько сидим, очень много пасек в Завьяловском районе. Да, но все они как-то скрытные, их не видно, с полевых дорог их не видно. Они за куточки, где-то в лесочке, допустим, так и да. И вот я постоянно езжу по полям. Ваша пасека хорошо тоже знаю, это Дуброво. Кстати, вот все поля, которые раньше обрабатывались, это мои поля были, Василий Сина, прекрасно. Гречиху. К сожалению, я потом в управление ушел с опытной станции главного. И вот это сегодня какие-то настороженные. Если вдруг по пчеловодной дорожке, значит, заезжаю, они так мне настороженно встречают, как будто какой-то вор забрел это в него. И очень все боятся делиться опытом. И только вот здесь мы настолько вот раскованно становимся, вот благодаря таким, как вы, мы расстаться не можем, мы начинаем все свое сокровенное, то, что он умеет делиться. Вот и пчеловодов же много очень так, да. Даже на базаре я подхожу к пчеловодам, начинаю спрашивать, они настороженно очень так, не боятся делиться. И вот, а вот вы бесплатно готовы, в общем, с утра до вечера все рассказывать. Кстати, среди агрономов в республике 3 агронома
которые готовы часами рассказывать, делиться опытом. 3 человека всего в республике. Поэтому... Один зверь среди них. Один молодец. Есть Смоленцев такой, это в Юльском был, сейчас агроном. Есть Капеев, Бабошский район, это Мичурина. И вот третий вот это я. Молодец! И вот, Николай, как я хочу, чтобы... Вот вы образец, значит, так, того, что, значит, надо, можно, оказывается, сохранить свое здоровье и в 90 лет не только жить еще, а кому-то еще пользу приносить. Крепкому здоровью. Честное слово, мне же приятно с вами общаться. Вот я по многим субботам я сюда не приходил, потому что в сельском хозяйстве у нас рабочие дни, даже зимой. Вот я сегодня, начальник управления мне сегодня отпустил. Это, к счастью, конечно, моему великому. Потому что, не потому что я не хотел по субботам сюда приезжать, а не было возможности просто-напросто. Вот это я благодарю этот коллектив, они какие-то единомышленники. Вот честное слово, вот у пчеловодов, наверное, и не то, что даже у других специальностей такой тяги друг к другу нет, как у пчеловодов. Честное слово. Вы знаете, что я вам скажу? После того, как передо мной бесцеремонно все закрывалось, только задаю вопрос, смотрю, он уже амбарный замок себе повесил, на губы повесил себе. Я себе записал в дневнике, написал, что если я освою пчеловодство, то я никогда ничего не буду скрывать по простой причине, что множество пчеловодства, введение пчеловодства, обогащение природы, матушки, она такая страдательная, так ее и нефтяники ей помогают плохо жить, и шахтеры там, и заводы, и фабрики, спасители природы, пчеловоды. В лесах нет уже тех деревьев, где бы дупла были дикие, как это было в древности, нету. И вот правительство и многие управленцы, государственные деятели не понимают простой вещи, что вот эти вот энтузиасты пчеловоды, которые никакой мзды не имеют от государства, только не мешайте вы нам, вот, они практически постоянно, ежедневно, ежегодно оздоравливают природу из-за того, что они огромную массу пчел держат. Вот кто мы такие. Мы непризнанные, будем так говорить, спасители земли-матушки, нашей природы. Непризнанные. Так, в кукушку так поговорят немножко и все. А по жизни-то, вот кто-то завел 10 семей, но там уже миллионы пчел слетали, вокруг все опылили, все сделали. Принесли ему покушать, дали ему пыльцу, дали ему пергу, дали ему воск. Мало того еще, умерли и дали лекарства. Вот вздумайтесь, с каким мы природным явлением дружим, именно дружим. Только любовь, дружба, как говорится, вот, с пчелами, с этим удивительным животным. Мы стараемся подражать этому животному. А разве вы не слыхали, ну, она трудится как пчелка. Как пчелка. Вот так. Так что, господа, спасибо вам за все их приветствия. Я их принимаю. Вот. Николай Андрианович. Подожди секундочку, я сейчас еще тоже. Уже бежать, вот у нас раньше мы собирались, где-то часок мы сидели, да? Да. Обычно. Потом мы смотрели, значит, сидят 1,5, потом 2. Вот я сегодня в Вадимск хотел уехать, но почему-то к 12 времени, я никак не уехал. Вот, и не хочется, ну надо уже, поэтому Николай Андрианович. Радуйте нас своим присутствием, радуйте нас своим опытом. Я лично вам очень благодарен за все, что вы рассказываете, и вообще за то, что вы есть. Я всем порекомендовал своим знакомым. Какой сюрприз я, Ну, вы ее научили. Значит, я такой придумал. Значит, я купил бадминтон.
вернее, мне подарили бадминтон. Вот начнется сезон, приду к соседке и скажу: слушай, Дина, ты никогда ведь бадминтон не играла в 90-летнем, давай как мы с тобой поиграем. А ей-то сколько лет? Ей 67. А, молоденькая, да? Молоденькая. Молоденькая. Я напрашивался на союз, но я ее испугал годами. Не, может, поиграй, слишком мало не испугается. Думает, блин, еще переживет. Она это самое, постоянно консультируется. В позапрошлом году, был хороший год, она собрала с 12 семей 24 фляжки меда. В многокорпусной системе. Я ее подпитываю, вот эту я систему передал, делить матку наверх, сигаретка, чтобы была, чтобы по деревьям не лазить. Вот, не дай бог, залезет на дерево и еще зацепится, и за сучок и без штанов слезет оттуда. Тоже такое может быть. Вот так вот. То есть, короче говоря, вот есть, будем говорить, субъекты, я не говорю о людях, субъекты, которые привыкли все брать. Но поверьте мне, из моей практики жизни, когда много отдаешь, не меньше получаешь. Да, если бывает и больше. Не меньше получаешь. Николай Андрианович, вы знаете что? Если бы не Евгений Васильевич, это, знаете, вот первые годы, как у нас полностью аудитория, до 100-150 приходили в ГТУ, да? Это, знаете, ну сейчас, конечно, меньше. И вот что хотел сказать, вот, когда больше аудитория, вы знаете, видите, сколько выступлений, правда? Конференции, да. Да, Обзванивали. но это было начало. Надо было обязательно найти общий знаменатель. Да, и потом... Кто мы, что мы и как мы. Я же обзванивала по это уже республике. результат отделения. Да, обзванивала до 80 пчеловодов по всем районам, Удмуртии. Вот Черепанов. Да. Значит, у меня книжка есть. Очень замечательная книжка. Да, да. Но эта технология, Первая книжка еще но была. эта технология настолько устарела. Она устарела. Для деревенского дома, Да. для малограмотного этого человека, вот, который не пользуется интернетом и прочее. Вот эта вот книжка, это букварь. Это букварь. Для начинавших Значит, пчеловодов. я когда перелистал ее, я его похвалил, молодец. Но я из этой книжки ничего не взял. Почему? Вчерашний день. Вы уже знали больше, чем в этой книжке было написано. Вчерашний день. Значит, я ориентировался в основном на пчеловодство развитых стран. Ребята, ну день и ночь, ну поверьте мне. В подтверждение хочу что вам сказать. Я у дочери прожил целый месяц в Германии. У нее хороший автомобиль гоночный. И мы каждый день километров по 300, по 500 мы облазили всю Германию по краям великой реки Рейн. Много пчеловодов. Вот, Рейн. Там пчеловодов много. Всем до свидания. До свидания. Далее. Там пчеловодов много. И вот диск есть этого пчеловода. Я пришел. Он работает на производстве, а у него летом бывает до 200 с лишним семей пчел. И он работает один. Помогает ему только сын 6-летний, следит за автоматической медогонкой. Тут все это показано. И теща, сватья, там все прочее, вилками чисто там показано, собирают. Почему вилками? Ведь ножом по руках хорошо лежит. Почему? Кто мне ответит? Ну давайте. На засыпку. Почему вилка? Перегревается от ножа. Что? В контакте. Что? Мед перегревается. Так. Перегревается же он. Так.
в этом месте? Тепло, 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 Да, горячо, да. горячо, но не главное. Ну, слушаем вас. Слушайте внимательно. Итак, пчела приготовила мед. В нашем понимании ячейка полная меда. А там не так. Начиная с одной, с 3/4, дальше уже готовится специальный мед. Он мед, но он сдобрен такими ферментами, которые даже в сложные времена не сворачиваются и всегда, как будто его вчера принесли с цветка. Так вот, на самом верху маленькая капелька вещества, которая не позволяет вот этой чашечке не только испортиться, а быть хуже. Это вещество нашли у человека. И это вещество у нас, у человека, восстанавливает и следит за иммунной системой. И хозяйка, которая контролирует это вещество, это наша селезенка. Поэтому злоупотребление убивает селезенку, убивает, и, пожалуйста, вам наш иммунитет убивает. Поэтому, мужчины, не закусывайте крепкие напитки жирным кусочком колбаски, ветчины, грудинки и так далее. Сразу идет разрушение. Поджелудочная, вплоть до того, что она может сама себя растворить для того, чтобы погасить это зло. А чем же закусывать-то? Традиционно. Соленым огурчиком. Как Борис Николаевич Ельцин. Селедочкой можно кусочек. И огурчиком, капусткой. Вот чем-то таким. Но нежирной пищей, когда в это время с одной стороны печень начинает бороться с этим ядом, потому что этот яд, да еще подправленный, как говорится, разложением борьбы с поджелудочной, печень разрушается. Самые большие печеночники больные в какой стране? Германия. Нет, Франция. Франция. Там без вина, без крошки вина, нигде никто ничего. Все больше они страдают. Немцы меньше почему? Шнапс пьют. А я немножко сделаю полемику. В Франции за то, что вино пьют именно, и больше всех они доживают. Значит, я вам скажу, смотря что пить, как пить и сколько пить. И где пить. Значит, если будете, значит, древние греки, первые, кто стал пить разбавленное вино, 15 градусов, 14-12 считалось, это очень крепкое, этим вином спаивали рабов, показывали детям и говорили: посмотрите, какое свинство вы наблюдаете, вот эти пьяницы горькие, вот они нажрались этого вот вина, и никого они на людей, они человеческое потеряли. Так вот, Греция первая стала пить вино разбавленное. А у нас вот. памфурики. Значит, Почти ну, бесплатно. хорошо, я вам дальше продолжу. Хорошо. Вот, значит, до 50 лет мужчины и женщины, у них вырабатывается в организме около 20 кубиков спирта. Этилового, не метилового, метилового, яд. Этилового спирта. А дальше уже не вырабатывается. А вот этот спирт нужен для нашего мозга и для нашего сердца, для сосудистой системы. Эти 20 грамм. Поэтому или грамм 100-150
натурального, некрепленного красного вина или грамм 35-40 до 50, не больше, выпить водки хорошей. Я лично пью водочку. Это рецепт изготовления сложное, но если пчеловод поставит перед собой задачу, во-первых, абсолютно безвредная, во-вторых, она входит в состав, сейчас скажу, значит, все водки, ликеры и все прочее, это, значит, сейчас скажу, ректификат. Это ректификаты, это химически чистый спирт. Это яд, это отрава. Самогон не отрава. Вот Самогон это дистиллят. В дистилляты входят виски, коньяк, бренди и этот ром. Сейчас скажу. Николай Андреевич, это не надо уже состав, да? Джин и так далее. Это вам не интересно. Конечно. Другим кому-то интересно. Не знаю. То есть, что хочу сказать. Если вы научитесь стопочку пропускать каждый день, это будет польза. Но если вы будете повторять, добавлять, это вот вред. Поэтому я выпиваю за месяц пол-литровую бутылку 42-градусной водочки, которая изготавливается из очень хорошего вина, сделанного из меда. Мед варится 2 часа, снимается пена, потому что там много пыльцы, а пыльца это белок, а белок это сивуха. После этого я ставлю это вот вино. После того, как вино это созреет, и даю ему отстояться, и я его, вкусное, замечательное вино, перегоняю 3 и 1 раз очищаю активированным углем. И вот этот дистиллят является, если его в бочки положить, дубовые, свежие, клепки, и поставить в холодное место лет на 10, то это считается лучшего благородного дистиллята. Даже ни коньяки, никто даже близко к нему не подойдет. Вот водочка, кто из меда. А из простых, долго бродящих, ковенский мед, одинарный, полуторный, двойной, тройной. Одинарный, 3-литровая банка меда, 3-литровая банка воды. Николай Андреевич, 12 часов уже, наверное, пойдем, да? Ну, знаете, Да. завершение. Я закрою рот. Я еще Поскребыш Олега, Алексеевич. Олег Алексеевич. Да. Был такой поэт. Да. И он, поскольку мы на одной площадке жили, знали, что он знал, что мы пчеловодством занимаемся, и он посвятил, наверное, всем пчеловодам такие стихи. Давайте, прочитайте. Много меда в прудах с позаранку натаскала в свой улей пчела. Запечатала целую рамку и в другую носить начала. Улей полон, убрать бы излишек, только жалко излишков пчеле. Ей казалось все мало, да мало, все старалась еще, да еще. Налеталась, избилась, устала и свой дом забралась отдохнуть. Тут и вышла оказия с нею, не ждала она эту беду. Мед ей крылышки намертво склеил, и она сама увязла в меду. Мертвой хваткой вцепилась в богатство, липкий, сладкий, пустеющий мед. Как трясина поймал, пропадает пчела, пропадет. Мне стало жалко пчелу, и я придумала такую строку. И на выручку пришел пчеловод, снял из улья липкий сладкий мед, посвятил святую воду в рамки, и дружно взялись за работу пчелки. Вот что было всегда так. Да.
Всего доброго, здоровья. Так, всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Значит, мне столько уделили много внимания. Это не забудется, это будет где-то откладываться, шлифоваться, и однажды в какой-то момент наступит, когда появится уже квинтэссенция, то есть сгусток воспоминаний, основа, главное. Мелкие детали все они отойдут, как говорится, но из памяти, из моей, конечно же, это уже никогда не... Я 5 слов скажу. Нет. 5 Вот слов. вам на память тут. Не забудете уж точно. С юбилеем вы как-то подорожали для нас, остальных. Вы, дай Бог, чтобы вы жили долго на столетие, чтобы вы собрались еще потом. Вы, чтобы были дольше и дольше живой справочник для пчеловодов, не только для пчеловодов, для обычного человека, который посмотрит вас и подумает, вот какой образ человека доброго и, ну как сказать, светлого. И грешного. Каким образом? И грешного. По-грузински сразу. Каким образом? Вы знаете, что безгрешный один Господь Бог и грешного. А ну без приправы, без слинки, без причинки, как же жить-то? Да. И грешного. Мама говорила, чтобы там только не гусь была. Спасибо вам за вашу жизнь. Да. За всю вашу жизнь, что вы прожили. Спасибо огромное. Как мы это понесем? Соседка меня зовет ходячей энциклопедией. Она любые вопросы ко мне идет лучше. Вот когда я слушаю молодых, которые советуют советы по здоровью, это они теоретики. Ну ладно, все тогда. Мы его ждем. А когда я вас слушаю с вашими советами по здоровью, я вижу, что это огромный успешный практик, потому что до 90 лет дожить и быть здоровым и таким интересным мужчиной, вы знаете, это талант. Это талант. Такое не каждому дано. Полжизни я был больным человеком. Я 17 лет учился на учете как хроник и был освобожден от повторной службы в армии. Вот. Я радиолокаторщик, нас собирали на сборы. Меня не взяли, потому что написано «не годен». Все, в военном билете. Вот. И что еще? Значит, всем вот таким вещам мы обязаны матерям. Я и родителям. Я, значит, рос в семье такой. У меня сейчас есть 2 книги, таких больших, и 6 фотографий. Вторая книга он мне принес. Третью книгу обещаю принести. Там, где и фотографии моего отца есть, и дяди есть, и матери моей есть. В общем, фамилия Степанова. Вот вам простой пример. В детстве моем какой самый главный механизм? Самолетов было мало, автомобилей мало, паровоз. Паровоз это чудо, это локомотив. Даже говорили, это локомотив, это двигатель паровоза. Так вот, папа, как паровоз устроен? Он инженер-конструктор. Подожди до выходного. И выходной день. Он меня забирает. Мы идем на вокзал, он ведет меня. Подходим к красавцу, по этому паровозу. Спасибо, всего хорошего. Счастливо. И дай Бог еще много раз встречаться. И вот он вокруг паровоза и рассказывает мне, как он устроен. Детали, как, чего я как губка впитываю. 8 лет я знал и до сих пор знаю все детали, все особенности паровоза. Представьте себе. Вот я думаю, он так поэтически рассказывает о пчелках, о паровозе. У меня грешный мой ум так и подмывает. А как же он о женщине скажет? Это вообще будет что-то такое невероятное. О, Господи!
как ждал я вас, как мусульманин полнолуния. Минуты казались мне, часы казались мне годами, минуты месяц и так далее и тому подобное. Было такое. Если бы вот я не принес... Вам разрешите обратиться к такому вопросу? Я пасеку вешу. Вот я вот есть некоторые снимки сделал на фотоаппарате. Это у меня бобр перед машиной очень встретил. Так, я сейчас несколько снимков покажу, да? Это моя пасека зимой, если стоит. Все, вот такие снимки я делал. Так, далее сейчас. Я, ладно, посмотрим, это у меня зимой дорога на пасеку. Она из Шанхая приехала сюда. Вот улья выставляли осенью. Не знала русского языка. Это у меня пасека Ее родной осенью. английский. Сама она голландка? Это у меня на пасеке. Значит, у нее отец был ирландец. Значит, это у меня там, это между Чуром и Большевиком в лесу. Там в лесу у нас лебеди приземлялись. Это снимок я сделал так вот. Это у меня зимняя дорога на пасеку. Это у меня домик, там на пасеке дом, зимой я фотографировал. Это тоже пейзаж пасеки. Пасека Панипатлица. Вот это мне пасека зимой. Такая собиралась смесь. А они уже есть? Жена была из таких. За 2 года. Безупречная русская речь, без акцента. Вот у меня тоже дорогу фотографировал на пасеку. Это так. Заканчивает музыкальное училище. Тут у меня пасека весной, перед домом ванна там тут. Тоже пасека. У нас тут рядышком. Вон там фортепиано, я говорю. Вот у меня пасека осенью. Это у меня там. Это я тут. С 3 детьми течет перед дорогой. Есть леса перед дорогой. Вот самое то интересное, вот у меня такой вот этот является рой. А вот я перед роем. Вот эти фотографии можно как-то попросить вас, чтобы вы сделали, модернизировали. Фотографии? Она уехала на сессию, а женщины... Почему нельзя? Жена уехала. А потом такой момент, значит, можно будет просто фотографировать. Давайте. Да, может вам интересно будет, и мне интересно будет. Да, конечно. Тарелка огромная, батрушек. Пожалуйста, давайте ваш телефон я запишу сейчас, и вам позвоню. Вас как звать? Николай Александрович. Хорошо, Николай Александрович, сейчас я запишу телефон ваш, возьму телефон. Она ни разу не чистила рыбу, я ей не позволил. Не взяла руки ножика, чтобы мясо резать, я ей не позволил. Она не вынесла ни одного ведра воды, я ей не позволил. Что такое у мужика будет испортить. Вот. И при этом этот человек был сейчас я созвонюсь, не думайте, что с такими людьми 70. Потребность этого человека, именно потребность. Образование заграничное, школы, Николай Александрович, образование, семилетки. Она сюда приехала, как будто она никогда не училась, как будто она первоклашка какая-то. И вот я полжизни отдал, чтобы добавить ей, расширить ее кругозор. Она делала тезисы, писала доклады. Она читала доклады, ей аплодировали. Правительство РСФСР очень высоко ее оценило. При аттестации в Москве ей присвоили звание учитель-методист. Это признание. Я храню это удостоверение.
ключевое слово. Министерство культуры. Да, и где ваши Российской почти? Федерации. Моя пасека находится в Волжском районе, между Киевом и Большим Киевом. То есть между Большим Киевом и Чуром. И маленький такой небольшой. Значит, Когда она в театре отработала часто 8 в лет, годы войны была главной готовили лес. режиссером, Там были пленные, то есть немцы. перешла в школу 25-ю, наверное, С английском. Украины репрессированы. И Там где-то даже еще есть кладбище немецкое такое называемое. А вот примерно там, значит, было 15 домов, была начальная школа. когда она клуб был, пришла, сейчас только разные остался слухи были большая поляна. такие. В общем, ждите меня в гости, я приеду, и мы все там А порешаем. когда было ей 50 лет, Посмотрим ваши работы, снимемся, что надо, я вам Завуч рисую встала и картинки сказала: на тему пасеки. я не соврал. Портрет на фоне пасеки. Приходом на школу. Значит, коротко себе, я служил в системе, 7 пенсионер, сейчас работаю в школе директора в Киеве. Мы не могли перед Очень ней. замечательно. Ну, все из Малинового города. Прекрасно. Так что вот. И Благодарю. приехала американская делегация. И направили к ней. И учителя все ждали, а когда человек в совершенстве владеет английским языком, заговорит с американцем. Она не заговорила. И когда делегация ушла, Евгения Васильевна, да вы что, да ты. Это говорит, девочки, мне нужно. А я работал в Гагарине. Секретный завод. Я на Гагарине работал в то время. Я не знал. КГБ приходил, открывали шкафы, нам давали детали. Я под 2 смены работал, я и здоровье там оставил. Под 2 смены работал, потому что первая смена работает. А в час ночи приходишь, чтобы закрыть шкафы, вторую смену. А я мальчик. Вот так, 9 лет. А если бы жена общалась с иностранцами, это у него